ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу в городском дворце культуры прошла очередная конференция Коми народа. Коренные жители региона вынесли на повестку дня самые животрепещущие темы, связанные с национальными вопросами. Первым и, пожалуй, самым злободневным было обсуждение изучения коми-языка. Ситуация с ним разделила регион на два лагеря. Одни категорически не хотят, чтобы их дети изучали коми. Носители же языка, в свою очередь, за обязательные часы родной речи в каждой школе. Они боятся, что их язык попросту может исчезнуть, а педагоги страшатся потерять работы. Представитель Министерства образования успокоила: до конца учебного года ничего не изменится. А вообще региональный компонент обязателен. Как минимум он будет присутствовать в контексте изучения истории, культуры и искусства. Пожалуй, если эта программа будет реализована по уму, оставив работу учителям, сохранив национальные ценности и успокоив русскоязычных родителей, такой выход устроит всех. Куда сложнее обстоят проблемы экологии. Их одной программой не решить. Если говорить о бухте Геосервиса, о той золотодобыче на Белой Кедре, верно было замечено, безобразие творится. Сегодня наложено больше 2 миллионов штрафов на эту организацию. Роскрутнадзор до сих пор подсчитывает ущерб окружающей среде. Я думаю, он будет взыскан, несомненно. И деятельность сейчас этой организации приостановлена. Правда, у этого предприятия федеральная лицензия. Прекратить ее деятельность на Белой Кедре можно только через суд. Роман Полшведкин заверил присутствующих, что именно так и будет действовать его ведомство. Также участники конференции обсудили экологию в поселке Водный, в котором проблемы с радиоактивным фоном, и ситуацию на Яриге, где весной 2016 года случилась утечка нефти. В решении конференция Коми народа в Ухте постановила попросить главу региона требовать от нефтяников соблюдения норм, и чтобы они отремонтировали или реконструировали все промыслы старше 20 лет, а также ужесточить контроль за фоновым состоянием окружающей среды и отмечать на картах участки с повышенным уровнем радиации.